200 тысяч рублей, и вот у школьников Ухты появилась своя микролаборатория. На эти деньги удалось приобрести специальную мебель, проектор, компьютер, набор реактивов и, главное, цифровой микроскоп. На базе Центра творчества, точнее, в прилегающем к нему зооуголке уже много лет работает «Зеленый патруль» – кружок, благодаря которому юные любители природы познают окружающий мир флоры и фауны. Мы участвовали в двух проектах. Первый проект – это народный бюджет, второй проект – это по линии Росмолодежи. К сожалению, ни в том, ни в другом нам не удалось выиграть, но благодаря нашим социальным партнерам этот проект реализовался. Дороже всего обошелся новый микроскоп. Кстати, он вызывает благоговение со стороны даже опытного педагога. Ведь не каждая школа, да что уж, далеко не каждое учебное заведение может похвастать таким техническим оснащением. Из технических закромов достали далеко не все. Рядом с новым микроскопом его старший коллега – бинокуляр. Один с наружным углом зрения, второй на просветы. Это что? Срез растения. Посмотрите, какой эпителий, да? Теперь детскому объединению придется придумать, как справиться с потоком желающих. Уже сейчас Анна Канда признается – сложновато. В городе в кружке занимается 137 детей, и это не считая выездных занятий в Шудояге, где уроков ждут еще около 80 ребятишек. Думаешь, где-то там духом упадешь, ну все, в следующем году не буду вести. Зайдешь на занятия и слышишь там «Ура! Ребята, мы зверята!» Или там «Ура! Зеленый патруль!» И такое слышишь, ну прям воодушевление полное. Конечно, я не могу оставить этих детей. Сегодня с микроскопами работают как раз школьники из Шудояга, ученики 3 А-класса. Анна Канда легко захватывает внимание юных слушателей. Педагог нравится детям не только за умение увлекательно рассказывать, но и потому, что к ним в школу она приезжает зачастую не одна, а со спутниками, пушистиками вроде кроликов и шиншилл. Школьные учителя отмечают, благодаря наглядным урокам с животными дети становятся добрее. Дети с удовольствием занимаются, они не первый год занимаются, поэтому если в первый год у нас, допустим, было там 7 человек из класса, то теперь, получается, практически весь класс ходит на этот кружок. И не один, получается, она и в первых, и во вторых, и третьих, поэтому так как желающих детей много, поэтому каждую неделю приходит один класс. Поэтому такая вот получается у нас конкуренция. Помимо творческих кружков, здесь работают спортивные секции, а также исследовательские клубы. В ближайших планах открыть на базе центра школу безопасности. Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.